Здравствуйте, в эфире Зарима Мусаева. Вас приветствует канал Берге ТВ с дайджестом наиболее важных на сегодня новостей. И сегодня в выпуске Садыр Джапаров перешел на удаленный формат работы, ушла из жизни народная артистка Джамал Сейдахматова и Сабырбек Джумабеков признан лучшим ученым года. В преддверии запланированных международных мероприятий на высшем уровне в связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм президент Садыр Джапаров перешел на удаленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе президента, отметив, что Джапаров продолжает работу в дистанционном формате и держит руку на пульсе всех событий, происходящих в стране. При этом в пресс-службе главы государства не уточнили, какие международные мероприятия и в какое время планирует посетить Джапаров. Сразу после досрочных президентских выборов, прошедших 10 января 2021 года, сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Джапарова с победой на выборах и пригласил его посетить Казахстан с официальным визитом. Джапаров принял приглашение, отметив, что первый визит в качестве президента совершит в Казахстан. Однако в конце января пресс-служба Джапарова сообщила, что он намерен осуществить свой первый зарубежный визит в Российскую Федерацию. Точная дата планируемого визита официально не озвучивается. В ночь на 16 февраля в возрасте 82 лет от тяжелой болезни скончалась народная артистка Кыргызстана Джамал Сейдахматова. Об этом сообщает департамент кинематографии. Сейдахматова родилась 21 сентября 1939 года в селе Темировка Иссык-Кульской области. С 1957 года выступала на сцене Киргизского драматического театра. С 1958 года снималась в кино на киностудии «Кыргызфильм». В 1989 году основала первый независимый Кыргызский театр «Тунгуч», став его художественным руководителем. В 1970 году ей было присвоено звание «Заслуженная артистка Кыргызстана». В 1976 году звание «Народная артистка Кыргызстана». В 1986 году стала лауреатом Государственной премии Киргизской ССР Токтогула Сатылганова. В новое время Джамал Сейдахматова награждена орденами МАНАС 3-й степени в 2003 году и 2-й степени в 2019. Гулямджан Анарбаев покинул должность председателя Государственной службы финансовой разведки. Как сообщает пресс-служба ведомства, он подал соответствующее заявление по собственному желанию. Вместо него главой финразведки назначен 51-летний Канатбек Тургумбаев. Он руководил предвыборным штабом президента Садыра Джапарова. На парламентских выборах 2020 года возглавлял штаб партии «Кыргызстан». До этого Тургумбеков работал заместителем Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями и начальником управления государственной службы. Прежний руководитель Госслужбы финразведки Гулямджан Анарбаев возглавлял ведомство с июля 2018 года. Таджикская сторона на спорной территории вблизи пограничной тропы посадила саженцы. Об этом на брифинге в правительстве сообщил директор ГПС ГКНБ Уларбек Шаршеев. По его словам, саженцы, которые посадили вблизи села Көкташ 11 февраля, на следующий день вырвали с корнем. 13 февраля они снова посадили их на том же участке длиной 30-40 километров. Но, думаю, этот вопрос тоже будет решен путем переговоров. Хозяйственные вопросы решают местные органы власти, отметил Уларбек Шаршеев. Спецпредставитель правительства по вопросам границ Назирбек Бурбаев добавил, что на спорных участках границ запрещено вести строительные и другие работы. Стороны должны ограничиваться только совместным использованием. Просим соседние страны придерживаться договоренностей, отметил он. Учитывая вклад академика Сабырбека Джумабекова, фундаментальные и прикладные исследования в области клинической экспериментальной травматологии и ортопедии, количество публикаций, полученных патентов, влияние цитирования, наставничества при оформлении докторских и кандидатских диссертаций, участие в научных конференциях, проектах, лидерство в научных кругах, полученные национальные и международные награды. Сабырбек Артисбекович признан победителем в номинации «Ученый года» 2020 года в области травматологии и ортопедии. По итогам конкурса победителю выданы международный сертификат о признании и эмблема организации. Центр исследований международных достижений провел исследования методами контент-анализа ведущих научных интернет-изданий, мониторинга научно-популярной прессы, рекомендаций представителей академических кругов и отдельных ученых. Конкурс открыт для ученых, инженеров, исследователей и инноваторов со всего мира. На этом у меня все. Далее продолжит прогноз погоды. Смотрите Берге ТВ.